начинаем, да? Ага. Василий Егорович, вот литература, она всегда оказывала влияние на общественную жизнь, на самосознание народа. Вот роль литературы в сегодняшней жизни, на ваш взгляд, какова она? Нет, давайте все-таки издалека начнем, да? Давайте, хорошо. Вот во все времена, да, у всех этих как бы владык, шахов, царей, королей всегда были эти вот великие визири, которые вот все-таки вот как бы были первыми советниками этих людей. И воспевали вот политику вот этих королей, царей, шахов, да, советы давали, поднимали народ на какие-то вот ратные подвиги. И в этом отношении все-таки вот литература всегда имела очень большое влияние во все времена. И это очень хорошо понял и Ленин, когда вот начали вот революцию, да. Все эти вот большие начинания были воспеты поэтами. Хотя бы взять Маяковского. Горький, Максим Горький. Максим Горький. Да. Яркие примеры, конечно. Яркие примеры, да. И, конечно, вот это дело вот Ленина продолжил Сталин. В 1934 году он созвал первый съезд писателей Советского Союза. И он до этого были как-то все разбросаны, как теперешнее состояние. И вот и Сталин всех собрал в един союз. Очень крупный, очень жесткий, очень такой настоящий идеологический фронт был. И, конечно, вот идеологию очень большую сделали писатели вообще вот. Где-то, что ни говори, во время Великой Отечественной войны 30% победы это слагали писатели, поэты. Годы войны, да. Год войны. Да, конечно. Но вот другое, мирное время, они все-таки были инструментами идеологии. Да, естественно. Когда вот разваливали Советский Союз, вот, когда принимали Конституцию Российской Федерации, на которой мы живем, первым делом исключили статью об идеологии. Это страшно ударило по всем этим нашим творческим союзам. И, естественно, вот, когда мы начинали, вот, Николай Лугинов, Наталья Харлампиева, Урсун, Павел Харитонов, мы все-таки начинали во время Советского Союза, когда вот был сильный союз писателей. Да, 70-е, 80-е. Да, союз годы. писателей. СССР был очень сильной организацией. И материальное обеспечение было очень хорошее. А мы как-то вот все-таки воспитанные в духе наших стариков, вот Ахмад Чагая, Кунук Растырова, Сурана Маллона, Ильяя, Семена Сафрона, Даниловых. Все-таки вот мы в крови приняли все наши эти вот благие намерения наших стариков. От их рук мы приняли флаг Союза писателей. И хоть у нас и материальные отношения очень даже сложные, плохие, можно сказать, да, тем не менее мы постарались все-таки это флаг Союза писателей сохранить. Ну вот все-таки вас же объединяло, наверное, тогда и сейчас, это такой патриотизм, ведь любовь к родине, да, а не коммунистическая там идеология. Ну и, естественно, ответственность за духовность своего народа тоже очень большое влияние имеет. Но я считаю, вот Союз писателей Якутии счастливой организацией. В каком плане, да? 30-е годы, вот 38-9 год, это вот для всех союзов писателей, это черные годы были. Вот. Марий-Эл, да, было 60 писателей, а после репрессий остался только один писатель. Коми республики, вот,
было вот 45 писателей, остались живых только 4. Наши соседи, буряты, там 45 человек было писателей, да. То остались живых только 15. Наш союз писателей Якутии, да, союз советских писателей Якутии, остался жив благодаря вот Сплатону Юнскому. Вот когда его арестовали в Москве, там, когда лежал он в бутырке, заставляли называть своих этих сообщников, он сказал: вот давайте вот везите меня на родину, да. Вот тогда я вам поименно там укажу, кто мне был сообщниками. Ну, человек был очень умный, мудрый, все-таки знал, что вот он уже оттуда живым не выйдет, да. И подумал, пусть вот мои кости вот у себя вот на родине и останутся. Когда вот сюда привезли, ну, начали допрашивать, он назвал всех, давно уже помер или давно уже сидит. И на самом последнем свидании с супругой, да, Акулиной Борисовой, сказал: вот святая святых, ни одного писателя я вот не назвал своим сообщником. То есть он пожертвовал собой, Пожертвовал и защитил. собой, да, защитил и союз писателей. И благодаря вот тому, что вот совершил свой гражданский подвиг Юнский, да, наша литература сохранилась. Якутская литература сохранилась. И когда есть литература, есть театр. А если театр есть, есть народ. Вот, Василий Егорович, как раз я хотел спросить, вы пьесу о Манитахе, когда вы работали над этой пьесой, у вас была какая цель? Вернуть эти имена, загубленных в годы сталинизма, к народу? Или же вы хотели показать вот и историю, как бы рассказав через судьбу семьи? Да, знаете, вот все-таки вот когда вот от большой арены, идеалской арены отстранили писателей, да, и к этому моменту наш союз разделился на 2 союза, конечно, это очень плохо отразилось в якутской литературе. Все-таки духовность народа сохранил наш театр имени Юнского. Этому я вот очень благодарен нашим артистам, нашим режиссерам, нашему театру. Вот все-таки вот они вот духовность якутского народа, флаг духовности якутского народа держали в крепких руках. И вот когда я писал о Манитахе, да, там такого, вот, честно признаться, вот, стремления, чтобы возродить эти имена, фактически у меня не было. Просто я хотел рассказать о человеке, о судьбе одной очень замечательной семьи, да. Вот, когда спектакль вышел, да, все ахнули. Никогда до этого открытым текстом кто не рассказывали. И, конечно, все были ошарашены. Ночью мне звонили, Андрею Борисову звонили, что будто мы никогда не воспитывались в советском духе, никогда были коммунистами, комсомольцами, пионерами. То есть они хотели вас обвинить, да, что вы было очень такое рассказываете да, о контрреволюционерах, там и 5-е, и 10-е. Короче, там давление было очень большое со стороны вот наших стариков-коммунистов. Но тем не менее мы рассказали, кто есть кто, что они делали для своего народа, какие они были, какие у них были вот, потомки, что они оставили после себя. И, конечно, вот эта вот правда, которая была показана со сцены Сахатеатра, очень даже вот объединила, особенно вот молодое поколение. Это вот потребность была, да, видимо, в народе, да? Они ждали такой спектакль. И они такой спектакль ждали. И вот когда вот уже попросили, чтобы я написал о Клюмнире, да, Бастан-Хатыта, тогда уже пошла вот такая волна, что этот самый
мы обязаны рассказать о тех людях. Ну, с Андреем Савичем по этому поводу очень много разговаривали. И уже была такая потребность рассказать о якутской интеллигенции, которая была репрессирована, предана забвению. И, конечно, вот, когда вот вышел Кулемнир спектакль Бастархат, это уже вот, такая волна была, особенно вот среди интеллигенции. Они уже приняли вот, наше вот, то, что вот мы хотели передать для якутского народа. Народ уже принял. Начало 20 века. Это время революции, потрясений, потом гражданская война. Вот, Василий Егорович, вы изучали историю якутской интеллигенции конца 19 века, начала 20-го. Потом темой ваших произведений стали наши якутяне-эмигранты. Ну и, конечно же, вы изучали и Максима Кировича Амосова, Платона Алексеевича Аюнского, Сидора Никифоровича Барахова. Мы скоро будем отмечать столетие республики. И Кулемнир, и Ксенофонтовы. Они все, на мой взгляд, как раз вот стремились, чтобы республика у нас была создана, образована именно автономная, и она развивалась как часть Федерации, Российской Федерации. Вот что их объединяло, на первый взгляд, разных людей? Амосов, Аюнский, Барахов, Кулемнир, Никифоров, Ксенофонтовы, Широких и еще... Николай Игоревич Афанасьев, наш земляк. Да, вот что их объединяло, на ваш взгляд? Да, все-таки вот наша интеллигенция якутская, да, там не только якуты, вот Николай Егорович Афанасьев был русским человеком, Староватов был русский. Их объединяла любовь к родине, патриотизм. Они очень хотели, чтобы все-таки вот наша родная Якутия была процветающим краем. И пути этого развития у них, у всех этих артистов, из идеологических соображений разные были. Когда вот была установлена советская власть, отношение к интеллигенции совершенно другое было. И нас учили вот по учебникам истории, это совершенно другим вещам. То, что вот Кулемнир, Кулаковская одно время тоже вот объявлены были вообще вот самыми такими контрреволюционерами, буржуазными, националистами. Это, конечно, очень даже вот отразилось в самосознании нашего якутского народа. И каждый раз, вот, когда вот власть меняется, там история тоже меняется. Даже вот коммунистической идеологии, когда вот пришли другие вот к власти, Оюнского объявили врагом народа, как Шакулях Алампасов Вороном не устроили, буржуазные националисты, не говоря о Кулемнире, да. Но потом, когда вот все-таки вот вроде бы правда восторжествовала, и уже с другого края, настолько они белые и пушистые, эти люди. Но, конечно, тоже вот все-таки история должна быть объективной. И вот что вот меня и удивляет, да, когда я изучал историю, да, вот конец 19 века, да, и начало 20-го, там как раз какое-то очень такое вот креативное, очень такое вот талантливое плеяда, поколение было.
совершенно другие люди, совершенно другие помыслы, очень такие вот любознательные, образованные. Вот, выпускаем же журнал «Садык». Вот как раз вот эти ребята, вот когда вот читаю их статьи, да, я вот каждый раз себя ловлю, что какой я маленький человек. А вот, Василий Егорович, а вот почему так получилось, что вот это поколение начала 20 века, они были такие патриоты, они стремились к знаниям, вот яркие примеры, да, Видимо, вот конец этого века, да, каждый раз дает такие импульсы на рождение, на появление таких вот талантливых, очень таких целеустремленных, волевых, образованных людей. Это не только у нас, и вот во всем мире. Вот, даже посмотреть, вот я удивляюсь, вот, взять того же Маздуна, Хошимина, того же Чанкайши, они все вот из одного поколения же. Ну да, это конец 19-го. Начало 20 века. Вот во всем мире так получается, оказывается. Вот, и, конечно, вот Брос Тита то же самое. Вот они вот очень такие вот люди были, вот, очень образованные, очень целеустремленные. И они хотели что-то изменить? Они очень хотели что-то изменить. Вот взять наши Якутии, да, все-таки вот наша интеллигенция очень хотела все-таки вот как бы организовать свое вот собственное вот государственное устройство, хотя бы вот в рамках земства. На этом ратовали вот Кулемнир, Василий Васильевич, наш земляк, Николай Егорович Афанасьев, Гаврил Васильевич Киснофонтов. Они вот потом и создали вот как бы союз федералистов. Федеративные отношения хотели они с Россией создать. Но у них не получилось. Вот. И вот один из самых таких ярких людей, вот, пожалуйста, Алексей Дмитриевич Широких. Это был очень умный, мудрый, по-настоящему государственный человек. Когда вот началась гражданская война, и вот что он сделал? Все-таки вот заставил, чтобы все-таки объявили амнистию нашей якутской интеллигенции. Это было очень важное решение. Это да. Было очень важное решение. Вот, кстати, вот гражданскую войну вот, для завершения братоубийственной войны заложили два таких Широких. Широких Полянский, который вот по дороге Амги был застрелен, да, и вот Алексей Дмитриевич Широких. Вот. И об этом и писали. В мир нам принесли два Широких. Широких Полянский и Широких Якутский. Хорошо. А вот, Василий Григорьевич, вот как бы возвращаясь к вам, к вашим произведениям, вы сейчас заканчиваете роман именно об этом времени, да? Как раз вот я пришел к самым таким этим событиям, очень сложным чисто вот в психологическом отношении, политическом отношении. Как раз вот началась вот революция, это как раз вот и гражданская война у меня уже вот в этом отношении совершенно другие. Вот отрывки были опубликованы в журнале «Илин», а в последнее время в журнале «Чолбон». И, как я понимаю, люди ждут романа. Вот на какой стадии он сейчас? Ну, в принципе, вот первую книгу я уже закончил. Потом уже будет все-таки вот самые такие вот жесткие периоды. Гражданская война, миграция, Соловки, там то, что вот я сам изучал, это то, что я хорошо знаю. И постараюсь все-таки вот это вот и... То есть героями романа являются несколько персонажей, из нашей истории? Да, конечно, вот там нельзя сказать, что там все такие реальные люди, но все-таки это художественное произведение, во-первых. И там, конечно, прототипы-то есть. Вот отношения вот этих людей, вот история родов, взять хотя бы вот Маньятаха, Кисонофонтовых,
Слепцовых из этого и Татинского улуса. Вот как раз вот я очень хорошо изучал всю эту историю нашей интеллигенции. Новгородовых, Ефимовых. Ну, короче, вот об этом и постараюсь вот, передать нашим якутским читателям. Все-таки вот такое широкое полотно. Широкое полотно. Ага, и ну, вот как здесь, в этом зале вот, музея, да, и здесь мы видим и большевиков, и первую интеллигенцию якутскую, повстанчество. То есть и в вашем романе тоже они будут все вместе. Да, все вместе будут. Да. Потому что время было такое, да, которое их разводило в стороны, иногда они противостояли друг другу. Да, как раз вот я вот стараюсь найти вот корни всех этих конфликтов, да. Да. Почему там так началось, почему это братоубийственная война, да. Все-таки вот Слепцов-Оторов Михаил Петрович, когда вот завершилась гражданская война, он сказал: не силой оружия вы нас победили, а силой, говорит, своей идеи. Все-таки вот как-то вот очень большевики, коммунисты очень четко разделили народ по категориям. И, конечно, вот они очень хорошо сыграли на чисто вот на средневековом крестьянстве. Вот, и сказали, что вот когда советская власть будет, у вас будет все. Идеи, лозунги да, были, очень конечно, такие очень хорошие, да. очень доходчивые были. И, конечно, вот то, что вот еще почему вот такое вот было, да, когда вот читал статьи в журнале «Сардык», да, и сравниваю отношения людей, да, нашей вот тогдашняя интеллигенция, да, очень далеко ушло от вообще вот простого населения, от ментальности простого населения. Там совершенно другие вот полярные, как бы сказать, отношения были. Они были такие интеллектуалы, они обсуждали такие глобальные вопросы. Глобальный вопрос. Геополитические. Ну, да, притом, это, ну, сам знаешь, вот там очень для нынешнего поколения, для нас понятно, а тогдашнее население, вот, необразованное население, совершенно было далеко от этих отношений. И, конечно, вот, а для них чисто вот корова есть, бык есть, лошадка есть, это хорошо. Ну, такие бытовые вопросы, да, проблемы. Да, они на этом, вот, и большевики на этом очень хорошо сыграли. Ну хорошо, тогда, Василий Григорьевич, мы ждем ваш роман, потому что не будем все раскрывать. И когда мы первую книгу будем... Ну, нынче вот к концу года вот будет как раз вот «Аспыт Кемартык Транана», вот документальная повесть большая, вот то, что вот я, начиная с 90-х годов, изучал историю нашей интеллигенции. Это выйдет, и на будущий год тоже вот концепт постараюсь все-таки вот уже художественный роман. Художественный роман, первую книгу выпустить. Отлично. Но все-таки торопиться надо. Будем ждать, Василий Григорьевич. Мне так вот, Эргилем Хаянда, я вернусь. Уже 18 лет идет, да? И оказывается, поколение-то меняется. Конечно. И те, кто бы вчера были ребятишками, теперь уже взрослые люди. И смотрят совершенно другими глазами. Уже впитывают в себе историю вот своего народа. И этим все-таки вот мы с Андреем Савичем и Сахатеатром сделали очень большое вот благое дело. И таким макаром мы очень даже укрепили дух своего народа, я считаю. Вот, когда вот Афанасий Иванович Владимир поработал главой Хангаласского улуса, да, он меня пригласил и сказал: Василий Григорьевич, вы можете написать пьесу о Кисанфонтовых?
Ну, конечно, вот это очень больная тема, что ни говори, очень сложная тема. Хотя они реабилитированы, да. Но противников было очень много, из среды даже ученых именитых. Но тем не менее, вот за 3 года я написал пьесу. Андрей Савич не был к этому еще был не готов. Все-таки он тоже должен как-то все это пережить, все это осмыслить, да, найти вот ключи к спектаклю, да, решения. Вот как-то в марте месяце вот нас пригласили с Андреем Савичем в Хангаласский улус. И тогда были вот на родине Кислофонтовых. И там как раз торчали вот эти вот волнобой бревна. Ну, там я фотографировал Андрея Савича, как раз возле этих бревен, да. И вот Андрей Савич сказал тогда вот, обязательно этот спектакль поставлю в начале того сезона, осенью. Но хангаласцы, скрипя сердце, это приняли. Потом как раз 27 апреля, да, Андрей мне звонит, приезжай, разговор есть. Я приехал, что-то вот у него совершенно вот настроение было, он был не в духе. И хотел показать какую-то фотографию из своего вот, телефона, да. Ну, копается, вот, тут выходит эта фотография, где он снят возле этих волнобоев, да. Спрашиваю, что это? А вот помнишь, вот весной были там, и там старик Ксенофон там поставил эти вот бревна против ледохода, да. Он человек очень такой быстро думающий, да, и сказал, так. Слушай, это какое-то решение, это спектакль. И тут же вот начал чертить на бумаге, мне позвонил Мише Борисову. Он тут недалеко был, заходит. Вот, суть дела рассказал. И Миша буквально сунулся за 5 минут сценографию этого спектакля нарисовал. Ну и тут же звонит директору Николаеву, говорит, с 1 мая, говорит, ставим Камель. И, а конечно, вот эти как раз вот бревна, да, вот столбы, да, да, это которые, как раз вот символы этих детей его, да, каждого, да. И, конечно, вот это очень такое, очень четкое, очень мудрое и очень талантливое решение этого спектакля. да. И, конечно, люди сразу ахнули. И самое главное, что вот меня страшно вот радует, да, Хангаласский улус, как бы арена всех этих гражданских противостояний в годы гражданской войны, репрессий, да, он как-то был очень истоптан в духовном смысле, да. То, что они хангаласы, то, что вот они вот противостояли вот всем этим перипетиям, да, что они вот. И, конечно, вот они старались нивелировать. И вот молодежь хангаласского улуса, да, после этого спектакля вот валом валит. Вот школы, там, все эти учебные заведения и прочее, да, жители почти вот там не показывают, то есть все-таки там решение очень большое, вот, театральное, да. И, конечно, вот почти все население Хангаласского улуса этот спектакль приезжал, смотрел, да. И, конечно, вот, и, естественно, отношение людей другое, вот, уже, они уже гордятся именами Ксенофонтовых. В этом ключе можно все-таки вот, вспомнить светлой память Степана Дмитриевича Соловьева, который был родственником Ксенофонтовых, он был главой Титаринского наследия. И он очень много сделал для поднятия духа своего народа, вот, своих сельчан и, естественно, вот, восстановления светлой памяти Ксенофонтовых очень много сделал. Альбомы выпустил, там, стипендии организовал, книги, воспоминания. Короче, вот очень, музей очень хороший организовал Степан Дмитриевич вот, в Чкалове.
Вот как раз вот сеть и слагается. Вот. То же самое можно рассказать вот о Кулимнире, вот все-таки вот дюпсинцы и прочее после спектакля очень даже хорошо приняли своего. И что удивительное, что вот меня удивило у людей, да, все эти люди это самое, восстановленные, да, все, доброе имя их вернули, реабилитировали, да, но это бумага. Хотя и книги выпущены, да. Вот когда вот увидели Анатолия Павловича Николаева на сцене в роли Манеттагула, да, все подумали, что Манеттагула должен быть, наверняка был таким человеком. Красивым, умным, деликатным. Такой образ возникает, ага. живой. Живой, ага. И то же самое насчет этого Кулимнира. Ага. Все подумали, что Кулимнир это, и при том, что вот меня удивило, да, все-таки Кеша по ходу спектакля стал очень похож на Кулимнира. Да, ну то есть он вжился в образ. Да, вжился в образ. И, конечно, вот все-таки это вот, я считаю его очень большим актерским достижением вот, Докаярова. То же самое. Да, это тоже вот спектакль повлиял и на признание вообще роли Кулимнира. Хотя и до этого, да, после публикации книг Мальковой и Килиориной, да, о нем, но все-таки, вот, мне кажется, спектакль сыграл тоже вот как бы такая ступенька, и потом, значит, и памятник поставили, да, перед зданием Илтумена. Это все, мне кажется, в том числе благодаря и спектаклю. То же самое можно сказать про Кристофонтовых, да, но тем не менее, вот, очень много споров до сих пор по истории конфедералистов. Василий Егорович, пожалуйста, вот о конфедералистах, да, идут дискуссии. Вот как вы бы оценили роль вот этого движения? Вот я вот, когда писал пьесу, да, я думал, что вот каждый Кристофонтов это отдельная личность. У них по отдельности можно написать не только вот пьесы, это вот романы можно писать про Гавриила Васильевича, про Павла, про Аркадия, который был очень талантливым инженером, да, про отца, да. И я не знал, как подойти к решению этого спектакля, да. И только вот потом подумал, все-таки это вот решение спектакля, это вот, если рассказать об отце Кристофонтовых. Главный герой отец Кристофонтова. Который воспитал их. Который воспитал, который объединяет все это семейство, все эти их чаяния, их мечты. Вот, и все это объединяет он один. И, конечно, вот и насчет выбора актера тоже было очень сложное. Да. Конечно, очень долго думал, но подумал, что эту роль может исполнить только один человек, Герасим Васильев. Да. Это он вообще очень сыграл, мне кажется, такой... История отца, да, якутского народа. Не одного семейства, а всего вот якутского народа. Вот. Образ остался тоже. Да, остался таким же, да. И вот насчет этих, все-таки вот Гавриил Васильевич был очень умный человек. Он, когда вот в 17-18 году был избран депутатом-учредителем собрания, которое не состоялось, да, был очень крупным политическим деятелем Якутии, да, но он сразу понял, что это вот может эта борьба принести только вот жертвам. Он вовремя отошел и нашелся только в науке. И начал заниматься наукой. И, естественно, вот крупные ученые московские сказали вот во время конференции, до сих пор Якутия еще не дала такого ученого, как Кристофонтов. Да. С этим я согласен. Вот, а вот насчет конфедералистов, да, вот, все-таки там
тема очень сложная, что не говори до сих пор, это самое, когда я вспоминаю эти дела, мне самому не очень-то приятно становится иногда. Отец Павел сказал, вот когда вот Павел начал дело вот в конфедерации, он хотел все-таки вот добиться статуса союзной республики. То есть это была как бы главная цель Да, партии главная. конфедералистов Ага. добиться статуса союзной республики. Да, заключается в этом, да. Но отец сказал, ты говорит, опоздал. Вот лет 3 тому назад это была актуальной темой. А теперь после 24 года, 27 год это уже совершенно другая история. И вот твоими этими, Гаврила тоже сказал, на ваших плечах выйдут совершенно другие люди. Так и получилось. А вот Павел, он тоже сказал, вот ты, говорит, можешь сделать очень большую ошибку в отношении якутского народа. Так и получилось. Буквально, в смысле, если так посмотреть, да, почему там получилось. Я очень много изучал историю и России, и Советского Союза в эти годы, и нашей республики. Короче, в 27 году Троцкого отстранили от советской власти, от руководства Советского Союза. И он в 27 году эмигрировал за рубеж, да. Ну и, конечно, там тогда очень большая, как бы сказать, кампания пошла против евреев, маргиналов, ну, которые старались организовать мировую революцию, да. И они лучше ничего не придумали. Басмачество в Средней Азии, да. Алашарда в этом Башкирии, да. И нашли наших конфедералистов, как этих противников советской власти. То есть это схватка наверху И буквально да. удар от себя они вот как-то передали вот этим, по национальным этим. Ну, как бы муссаватистов, да, это в Азербайджане, да. И там как раз пошла такая, конечно, они тут ни при чем, тут эти контрреволюционные муссаватисты, алашардынцы, вот, конфедералисты Якутии, да. И, конечно, вот самыми такими героями оказались они сами. То есть борьба наверху за власть, она Да. вот как раз пагубно отразилась именно на национальных Вот республиках. именно, вот они вот удар от себя вот, передали этим национальным меньшинствам. И так мы оказались пострадавшими в этом ключе. Конечно, вот только ихними руками потеряли старую интеллигенцию. Но помыслы были чисты у Павла Васильевича. У Павла Васильевича помыслы были очень чистые, очень хорошие. Он хотел просто-напросто вот наравне с союзными республиками, как Казахстан, Узбекистан, все-таки вот хотел тоже такого же развития, как союзная республика, в статусе союзной республики. У нас все эти были и территориальные, и вот мы имели выход к морю. И, конечно, вот, могли бы все-таки пойти совершенно другим путем, но оказались, как бы сказать, как всегда. Ну, как бы история не признает сослагательного Да, наклонения. самое главное вот, трагедия заключается в том, что вот мы потеряли сначала в 22 году, когда была гражданская война, 21 по 24 год, мы потеряли очень такую вот деятельную часть интеллигенции. Вот Асклепий Федот Афанасьевич, Рязанский, вот, Афанасий Готовцев, Росина, да. Это вот такая вот элита нашей якутской интеллигенции, молодая элита. И мы их потеряли в буквальном смысле. Это волна репрессий, волна гражданская война. А потом где-то вот после конфедералистов, да, начиная с 27
по 32 год мы потеряли старую интеллигенцию. И очень многих отправили в ссылку, очень многих отправили соловки. И, конечно, вот мы остались как бы своих духовных лидеров. Василий Егорович, вот ваши коллеги, писатели российские, ваше творчество, они признают именно как человека, который возродил вот эти имена, именно через свою драматургию, свои пьесы, поставленные на сцене Сахатеатра, да. И здесь вот, мне кажется, Андрей Савич сказал очень важную вещь. Народ выходит из театра нации, да. Они заходят как зрители, но выходят уже как нация. И мне кажется, вот эти спектакли оказали огромное влияние. И вы еще обратились к такой, ну, совершенно как бы другой теме, да, о том о героическом таком подвиге девушки, врача, да, приехавшей из Центральной России. Вот тоже, мне кажется, очень вот часть нашей истории очень важная, да, это годы войны же, да? Нет, это 38-й год. Это 38-й год, вот, ага. И вы сейчас еще работаете над фильмом по этой пьесе, да? Ну, знаете, вот все-таки, если посмотреть характер якутского народа, якутский народ очень лояльный, очень как бы с другим национальностям очень хорошо относится. Благоприятные отношения. Вот. И, конечно, очень ценит тех, кто вот, делает добро для его народа. И вот в 80-х годах мы с Даланом были в Оленьке, да, и там мне рассказали историю этой девушки, которая вот приехала в Якутию. Ну, у них очень такая тоже трагедия семейная, можно сказать, да. Это вот старинная фамилия врачей, докторов Облезовых, начиная от Петра I, да. Петр I, их предка Гаврила Облезова, отправил в Лейпциг на медикуса. И от него и пошла такая вот плеяда очень крупных врачей. То есть вы изучали вот это? Да, это вот ветку я очень даже неплохо изучил. И там это вот мать этой девушки, это двоюродная сестра Владимира Набокова, княжна Набокова. То есть это вот вы все-таки взяли реальную героиню, реальную историю? Реальную историю. Вот и, видимо, вот все-таки вот мать была очень умная женщина, вот хотела все-таки вот отца, деда, брата всех репрессировали в 1937 году. И она вот заканчивала вот в Санкт-Петербурге, Ленинграде вот мединститут. И она, чтобы как-то спасти ее, отправили в Якутию. А там как раз вот в 1937 году началась эпидемия брюшного тифа, завезенная оленями, что удивительно. Там исследование такое сделали. И она поехала вот оленек там лечить людей. По стойбищам она ездила, там сама делала, вакцину придумала, вакцинацию делала, очень многих этим она спасла. И сама вот микстуру делала из этих трав северных. И вот сама тоже заразилась, и привезли в ее вот амбулаторию, в больницу, вот маленькую девочку 9-летнюю. Она была страшно больная, и чтобы ее спасти, у нее последняя таблеточка была. Она сама уже болела, и эту таблетку дала она девочке, а сама умерла. Ну, то есть вот тоже пожертвовала, да, вот, и, собой. конечно, вот, пожертвовала собой. Вот. И, конечно, это вот меня очень даже глубоко затронуло. Вот, и, конечно, вот через, не знаю, почти через 30 лет я начал уже писать пьесу вот по этому поводу.
И пьесу поставили в Нерюнгринском театре. Да, сначала мы поставили в Нерюнгринском театре. Петя Скрябин поставил. И все были ошарашены, и нерюнгринцы вот никогда не ждали. Ездили специально туда, в Оленек, там поставили. И потом, царство ему небесное, вот очень замечательный руководитель был Александр Степанович Иванов, глава Оленекского улуса. И он предложил, давайте вот снимем фильм. И вот мы начали там работать. Конечно, вот работа очень сложная. Там особенно транспортные схемы очень сложные. Очень далеко, что ни говори. И, конечно, вот другая ситуация, одежда другая, другой, как бы сказать, другое время. И, конечно, затраты очень большие были. Но, слава богу, все-таки вот оленёкцы очень много сделали. И, конечно, вот мы фильм закончили, но чисто вот монтаж остался, вот, техническая вот. Работа осталась, совсем мало осталось, но как раз Александр Степанович умер. Он должен был дофинансировать, но этого не получилось в связи с пандемией. Сейчас самое такое время, вот, если в это время вот этот фильм бы вышел, да, хотя вот указ президента нашего Тюмена вышел, там одним пунктом есть закончить вот, память Александра Степановича Иванова, фильм «Белый ангел тундры». Ну, постараемся. Все-таки вот пока деньги ждем, но совсем мало осталось. Ну, будем надеяться, что все, да, это фильм выйдет на экраны. И самое главное, мы что хотели там показать, все-таки там русская девочка играет русская, выпускница вот, нашего вот, АИКи, Настя Короленко, очень талантливая актриса. И мы показали, вот, хотели показать культуру северного народа. Во что они одеты, что кушают, какие танцы, какие вот обряды. Но все-таки вот в кино все-таки хотели все это поместить. Ну, это сложная работа была, но тем не менее мы это сделали. А это, Василий Григорьевич, это же не первый фильм по вашим произведениям. Да, вот первый фильм снял Никита Ржаков, вот как раз вот что удивительно, все мои вещи, которые и пьесы, и рассказы, они говорят, очень кинематографичные. Вот. Hüdarsüz был «Потерянные сердца», вот фильм, да. Вот как раз вот и по повести и сняли, ну, очень, опять же, из-за денег мы очень долго тянули, конечно, где-то мы упустили и время, но народ очень неплохо смотрит. Такая лирическая драма, да? Лирическая драма. И, конечно, вот там как раз и тоже, там главную роль играет Анатолий Павлович Николаев. Ну, конечно, вот почему-то последнее... Ну, раньше, вот, когда я в школе еще учился, да, начал фотографировать. Ну, еще вот в 7 классе, когда учился, да. И очень хотел снять фильм. Ну вот вы видите, наверное, как уже такую картину, когда пишете, да, такую. И ему вот все-таки вот все эти вот мои спектакли как-то даже сам иногда ловлю, что они очень даже кинематографичны, да. И вот потому вот, видимо, в последнее время больше меня тянет уже к жанру кино. А вот, Василий Григорьевич, тогда не могу не спросить, вы помогали группе, которая работала над фильмом «Тыгын-Дархан». Ну, Никита Ржаков, главный режиссер, наш замечательный, да. Вот фильм закончен, пока идет только такие показы, да, закрытые. Вот, Василий Григорьевич, ваше мнение о фильме, как шла работа и что получилось? Вот
Честно, признаю, я немножко хочу их прихвастнуть. Конечно, пожалуйста. Потому что вот когда создавался роман «Тыгындархан», я в очень многих поездках сопровождал Василия Семеновича Яковлева-Далана. И все мы эти вот исторические места, где вот проходили события этого романа, да, мы обошли пешком, своими двоими ногами. Вот Хангаласский улус, Усалданский, Мегины Кангаласский, в Амге были, в Чурупче были. Короче, все это мы обошли. И потом уже, когда вот Никита Рыжуков начал снимать фильм, да, конечно, они вот сценарий написали на русском языке. А язык Далана, вот этого романа, Тыгындархан и Тулаева, да, там вообще язык замечательный. До прихода русского все-таки наш язык чисто якутский язык. Без кальки, без этих неологизмов, да. Василий Егорович, в зале этнической истории народа Саха не могу не спросить. Вот вы занимались древней историей нашего народа, в том числе и якутским верованием. Вот тенгрианство. Что для вас это вера? Вот я хочу вот привести, как бы сказать, пример моих друзей, писателей, да. Есть народный писатель Алтая Бронтой Янгович Бедюров, да. Он сам очень крупный ученый-этнограф. И вот по его, как бы сказать, расчетам, по его этим исследованиям, народ Саха в Якутии, вот нынешнее вот наше место, мы прибыли где-то 3000 с лишним лет тому назад. И с этим я, честно признаться, могу согласиться, потому что вот тенгрианство, да, считается родителем всех этих религий. Мировых религий. Мировых религий всех. Ага. И вот почему так говорят, просто 2 года тому назад сюда к нам приезжали вот писатели из Азербайджана. Аиза Эйвазова и Экбер Гашалы, да. И что их очень интересовало, да, это вот наши шаманы. Шаманизм очень их интересовал, и по их этим рассказам, по их мнению я понял, что вот эти вот наши родственные народы, да, мусульмане Азербайджана, вот, туркмены, они ищут своих, как бы, своих корней. И они ищут своих корней у наших шаманов. Что меня страшно удивило, там все-таки вот, особенно Туркмении и Азербайджане, как бы сказать, воинствующее мусульманство там иногда преобладает. Но они почему-то очень, писатели, вот наши коллеги, интересуются вот тенгрианством. И вот мы как-то очень даже четко, хорошо, хоть и очень с большими перепадами в годы вот больших революций, да, но как-то мы постарались где-то сохранить, где-то в своих этих умах, что ли, вот, генетических этих своих анналах, это вот тенгрианство, шаманизм. Хотя вот все во время этих коммунистических идеологий, идеологических этих катаклизмов, всех этих воинствующих безбожников, чего только не творили. Вот. Но даже вот у этого в Библии сказано, вот, сначала было слово. И
у якутов есть выражение вот кигитыла ох. Это человеческое слово, это срезающая стрела, острая стрела, да. Это вот как-то вот, это как раз и все эти заклинания, камлания шаманов передаются через слово. И слово, оказывается, вот имеет такой смысл, она вот как-то сохраняется вот во всех этих святых местах. Вот, Василий Егорович, тогда тенгрианство и это вот вера в единобожие, также, да, Тангара, а вот шаманизм это шаманы, они как жрецы или они просто носители этой религии, как вы считаете? Ну, в принципе, вот любой крупный шаман, да, по истечении своего, как бы сказать, века, да, ищет этих талантливых детей. Ну, с 12 лет он берет одного мальчика и вот ищет вообще вот, у которых есть такой дар. И, естественно, он воспитывает его где-то лет 12-13 шаманов. Он передает свои, как бы сказать, искусство шаманское, да. Но, с одной стороны, это вот шаман в широком понятии можно понять. Это и жрец, можно сказать, это и лекарь, это и философ большой. И одним словом, как таких людей просто объяснить совершенно вот недопустимо. Это все-таки вот он носитель, как бы сказать, и веру своего народа, как жрец, да. И почему-то у нас как бы все эти вот религиозных книг никогда не было. Но тем не менее, вот каждый якут, как только он начал вот что-то понимать, ему вот деды, прадеды, мамы, папы, отцы, матери всегда вот говорили, это нельзя делать, это они, это можно, это надо беречь, этому надо поклоняться. И, естественно, как бы это вот нам всю эту конституцию, да, передавали как бы этнопедагогикой. Ну, То же самое. такая, да, передача устная знаний. передача. Ага. Это не только вот как бы этнопедагогика, это уже вот где-то, можно сказать, религиозное учение. Мгм. Это вот, да, я даже вот слышал это, философа Пятигорского, он вот изучал индийские древние религии, и вот он тоже говорит, что у них как раз вот вера, учение передавалось именно устно. То есть это вот какие-то аналогии можно сделать. Да, естественно. Вот то же самое можно сказать и насчет Аланхо, да. И очень многие эти вот нравоучения, можно сказать, и это вот чисто вот познание мира, это передается через Аланхо. И когда вот написали сценарий, мне приходит Аржаков, говорит: Василий Егорович, диалоги сделай, пожалуйста. Интересно, то есть сценарий был написан На русском языке. На русском языке. А Владимир Кузьмин вместе с Никитой написали, да? А диалоги-то он тоже пишет на русском языке же. И, конечно, вот встал вопрос. И я постарался все-таки вот языком Далана диалоги все это сделать, да. И, конечно, это было очень сложно. Написал, страшно вот рад, сижу, потом читаю. А тут закрался одно слово, самый. Самый. Читахаюсь, ищу другие варианты. И потом все хорошо. Еще читаю внизу сегодняшний план.
Ага. Ну, то есть это такая была скрупулезная работа Да, очень такая, над текстом, да? по тексту очень сложная работа была. Ну, фильм сняли, конечно, вот я очень рад, что вот работал с таким коллективом, да. Это очень хороший коллектив, очень подготовленный, очень высокопрофессиональный. Один Юра Бережнев, чего стоит, наш земляк Петя Бояркин, главный художник. Вот локации делали, где как снимать, да. Вот как знаток своей родины я возил в Амгу, показываю там, где и что там. И бракует Петя. С Юрой ходили вместе, вот искали. И в буквальном смысле вот в Альнёсах, да, Кольбя я показал, что-то им не понравилось. И потом Джамалах там внизу остановились, и они оба пошли в тайгу. Потом переходят такие радостные, вот нашли, говорит. И вот крепость там, они там Альнёсы поставили, очень хорошие там кадры получились. И потом мы были в Самарсуне, это моя родина, я-то все-таки свою родину хорошо знаю. В одно место очень хорошее, но там торчат эти вот провода. А здесь никак невозможно было, вот в Хангаласах, конечно, вот хотели, но там тоже вот такие вот новострои и прочее, да. Конечно, там по локации этих кадров очень большие сложности были. Потом Петя сам ходит один, Бояркин. Потом очень немногословный товарищ, говорит, нашел. И вот где вот под деревней Тасхая, вот наша гора. И через ее гора, а там долина. И там поставили, буквально очень похожий на этот. Да, я же там был, да, это такое место, и, конечно, вот это они могут еще использовать как туристический объект. Да, да, естественно, вот как раз Мендига они уже строят, молодцы. Конечно, вот. И самое главное, везде, где не снимали, да, в Нюрбинском улусе сняли, Кабяйском, Верхоянском, Аймаконе, да. География очень большая. Почти вся республика, да? Почти вся республика. Народ очень даже с большим удовольствием. Они уже читали, знают Тыгандархана, вот, Сам роман. сам роман. Да. И с большим удовольствием все-таки вот шли туда работать. То есть фильм удался, на ваш взгляд? Да, очень даже удался, можно сказать. Но там все-таки сняли где-то 6 часов 20 минут. А в фильме, вот, монтированном и прочее, там где-то 2 часа 20 минут. И когда вот усеченный вариант монтировали, вот монтаж, звуковой монтаж делали, я тут за голову схватился. Оказывается, почему? Там диалоги же сократили. Очень длинные диалоги были. А они вот искромсали, и там Кеша Сивцев, наш земляк, Кеша Сивцева сын, очень хороший звукорежиссер, сидит, а я сижу там, это делаю эти вот диалоги, заново пишу. И он говорит, Василий Егорович, тут артикуляция не та. Другое слово надо подобрать. Вообще вы окунулись вообще в вот такую работу, да? Это была очень сложная работа была, что не говори. Подбираешь слова. Вот. Самое сложное было в этом. Но, тем не менее, все-таки вот, когда я смотрел первый раз фильм, сам себя похвалил. Но, возможно, это, может, они и сделают еще сериал? Сериал будет. Сериал будет. И, конечно, вот очень Арсений Сергеевич обещал сделать, вернее, вот, выделить деньги на сериал.
Ну и при том, вот этот сериал хотят перевести и на другие языки, на английский, на китайский язык. И у нас очень неплохая связь с этими вот нашими среднеазиатскими коллегами, с казахами, тувинцами, азербайджанцами. Они очень ждут. Но это пандемия помешала. Вот. Ну да, сейчас условия такие, да, Ну и конечно. самое главное, почему еще этот фильм мне нравится, да? Это вот показывает наш народ, его культуру, его дух, его природу, его духовное состояние, да. И, конечно, вот сейчас вот век нашего эволюционного революции, да, очень много приезжают народу, совершенно не уважают наш народ, не знают, кто такой. И когда вот увидят этот фильм, может что-то вот у них какое-то зауважение может и зародиться. Вот. И самая главная цель этого фильма заключается в этом. Ну, конечно, вот самое главное, когда снимали СЭХ, просто хотели просто так, соревнования и прочее. А я настоял, чтобы там все-таки культура народа – это его кухня. И специально вот уговорил Иннокентия Иннокентьевича Сарбахова. И он организовал такой шикарный стол. И показывает, как это делают, там, как готовят. Это все вот и Иннокентий Иннокентьевич там тоже снимается, что там команды. Там. Ну, то есть это вот не только вот как бы вокруг исторической личности Тагандархана, но это и о Якутии, о Да, культуре, естественно. да, это очень важно, конечно, для фильма, да, мне кажется, исторического тем более. Я вот как-то был знаком великим шаманом Кандаковым, да. Он человек очень образованный был, у него и светское образование было. Тем не менее, он был очень крупным шаманом. Но он тоже вот как-то вот находил ребят, которые вот могли бы быть его преемственниками. Вот, и он нашел одного молодого человека, вот, специально ездил Ленстада вот, Жиганский, вот, и нашел там этого Леонида Афанасьевича Савина, Тюмер-Район. Ну, конечно, кое-что он и передал Владимир Кондаков, этому Тюмер-Район, да. И что удивительно, как-то вот есть, что не говори, потусторонний мир. И они, вот эти шаманы, да, разговаривают духами крупных шаманов. И они тоже вот кое-что, кое-чему сокровенному и передают. То есть вот эта передача из тех глубин веков, она не прервалась, несмотря на эти 70 лет коммунистической, такой советской идеологии. Вот Тимур мне говорил, что вот Кондаков открыл ему какие-то, вот, можно сказать, чакры, да, чтобы он общался с другим миром, видел то, что вот мы не видим. И в этом отношении все-таки вот человеческая душа, организм очень многогранен. Думаю, что вот и шаманы — это люди тоже особенные, что ни говори. У них от природы тоже очень много имеется. Вот, например, прабабушка Леонида Савина, очень крупная шаманка из Хараулаха, вот, Булунского. До сих пор ее страшно вот, почитают, поклоняются, просят. Вот, наши
люди вот современные, да, особенно воспитанные коммунистическим атеизмом, да, ни во что не верили. Но тем не менее, вот, даже вот русские люди, да, которые вот покоряли наши вот земли, взять хотя бы вот один пример, Мукучу, да, там захоронение великой шаманки вот Аллахардагудаган. И хотели там провести через его как бы погост этот газопровод. И каждый раз у них что-то ломалось, что-то там, люди там страдали. И они вот бились, потом обход этого вот захоронения провели, вот трубопровод. Это тоже вот очень многое говорит. И, конечно, вот то, что вот они давно уже умерли, да, но тем не менее вот дух их там все еще, как бы сказать, живой. И что удивительно, да, когда я водил туда Далана, он искал материал, вернее, вот собирал материалы, когда писал свой роман Тагандархан, у него было какое-то очень свое чутье. Проходили вот в Бархая, вот, где ты со мной был. И он сказал, здесь, говорит, проходит путь шамана. Ойын артыгы. Ағас әттәк болды. Да, видимо, так. И сразу нашел вот два дерева, где мы, вот кадяхмасы, вот это самое, шаманское дерево, где мы всю жизнь с детства играли там, не обращали внимания, а он нашел. И, естественно, я потом никому не показываю, чтобы они, люди туда больше туда не ходили. Но когда бываю у себя на родине, там все-таки поклоняюсь, ставили там как бы дары. То есть вот наша земля якутская, она еще хранит свои тайны. Да, ну и что вот удивительно, да, особенно начиная с 29-го года было очень большое гонение на шаманов. И очень многие шаманов заставляли, чтобы они отказались от этого шаманизма. Те, кто не отказывался, отправляли на Беломорканаху. Вот, Василий Григорьевич, вот, пожалуйста, об этом подробнее. Вы же занимались этой историей. И вот там как раз вот до 1934 года было отправлено очень много шаманов. Где-то я посчитал 42 человека по спискам. Ну, бедные, естественно, там мало кто оттуда вернулся. Да, там совершенно другой климат. Да, там совершенно другой климат, непосильные труды, работа очень страшная. И, конечно, они вот почти все там сгинули. И что вот удивительно, вот в 2003 году, когда я работал в архиве Петрозаводска, да, ну, сначала ничего там не было. Искал 3 дня, ничего не нашел. Потом все-таки вот вспомнил своих предков, пошел на берег Онежского озера, там развел огонь, накормил духов и попросил этих духов якутов, да, я просил, чтобы они на меня не сердились, я их не притеснять пришел, а чтобы их дух светлый донести до их родины. И что удивительно, через 20 минут после того, как я сделал такой вот обряд, пошел, вы нашли то, что искали. Самое главное, вот сразу 3 человека вышли. Потом, как только подхожу, вот 3 дня искал на том месте, ничего не было. То есть фамилии, документы. Да, и документы выходят. И вот, но тем не менее, вот началось, как бы сказать, что-то страшное. Как только вот засыпал в гостинице, да, во сне ко мне приходили эти бедные старики. Они пытаются рассказать, что они там перетерпели, как мучили их, и кого-то просили, чтобы что-то передал. И всю ночь так было.
3 ночи я совершенно не мог спать. Потом на 3-й день, ну, часов 9 я лег спать, в 11 проснулся, плюнул, чертыхнулся, купил билетов, укатил обратно в Санкт-Петербург. Ну вот, Василий Григорьевич, вот вы же очень много нашли свидетельств, документов. А вот я знаю, скоро у вас выйдет книга. Мгм. И вот мы об этом прочитаем в этой книге. Да, и об этом есть, конечно, вот, и фамилии тоже есть. Ну, конечно, вот были очень крупные шаманы, но, естественно, власть есть власть. Но были очень крупные шаманы, которые, честно признаться, испугали даже самых таких сильных чекистов. Об этом легенды ходят. Об этом легенды ходят. И как раз вот Абыйский старик. Вот расскажите вот один такой пример. Ага. Ну, там сказали, вот, покажите Чирков его, Фома Константин Алексеевич. И вот Чиркова тогда более молодой был. И всех, это как раз вот возле этого, на место памятника Карла Маркса, вот, возле этого Дворца культуры имени Кулаковского, да. Там двухэтажное здание МВД было. Там клуб большой тогда, городской. И там собрались все эти вот чины чекистские, с женами и прочее, да. И заставляли вот показать свое искусство шаманов. Ну, завели этого Чиркова Константина. Сказали вот, ну, давай показывай. Ну, он сначала отнекивался. И потом сказал, если вот не боитесь, то я могу показать. А мы коммунисты, ничего не, у нас все при оружии, да. Ага. Кого нам бояться? Ну, хорошо, говорит, сел спиной людям. И в это время открываются эти вот двери, окна. Тут же вылетают эти медведи, там эти волки. Все в страхе вот сразу закричали. А он снял вот эти вот гипноз. Оказывается, это вот все эти дворовые собаки. Они видели лесных зверей. Они видели лесных зверей. Василий Григорьевич, но это вот реальная история? Это реальная история. Вот. И притом, самое главное, вот потом даже рассказывали, когда я был в Абые, да, я с ним не встречался, но вот как раз у одного мальчика, вот, Саганнахи, был перитонит. И перевели старику, он говорит, я вот операцию делать не умею. Это не моих этих, человека резать не могу. И вот и сказал, вот как раз пролетают на Чукурдах вот тикси самолеты. Вот услышите вот гул самолета, вот, сразу это самое, скажете. И вот детишка там перебегает, самолет. Он вышел из своей юрты, посмотрел и зашел. И потом гул самолета стоит над этим, над деревней. Удаляется 3-4 раза так делал. Потом да, в одном месте стоял. И потом разворачивается, садится возле этого поселка. Люди все бегут. Оказывается, вот военный самолет, который из Тикси летит до Чукурдаха, да. И там как раз был военный медик, врач. И тут же берут ребенка вот, и рассказывают. Подлетаем, говорит, этому, к деревне, да. И самолет, говорит, стоит на одном месте. Так 3-4 раза так сделали, потом сел. Хотели посмотреть, что с самолетом. А когда самолет улетел, старик вышел из этого, из своей юрты, вот весь вот такой мокрый, как будто он вышел из воды и сказал, вот,
Оказывается, очень тяжело говорит, останавливать на ходу самолет. Вот, вообще вот такие вот искусства, такие вот силы были и у наших шаманов, естественно. И, что я хочу сказать, да, все-таки вот слово, да, любое слово, он имеет очень большую силу. И потому вот для молодого поколения я бы хотел, чтобы они, когда бывают на таких старинных местах, аласах, никогда не кричали, никогда не ругали. Все-таки вот то, что это они нарушат покой своим поведением, сделают что-нибудь такое не очень хорошее, оно всегда возвращается. Надо быть очень осторожным и в своей природе, и памяти этих своих предков, чтобы быть очень осторожным, сохранять свою природу. Все-таки любое место, вот, мы никогда не думаем, что до нас кто-то там жил на этих аласах, кто-то там что-то делал, детей рожал, людей воспитывал, что-то хорошее делал. И все мы забываем. Но тем не менее, все-таки вот природа, она как видеомагнитофон, все записывает. Сохраняется. Все сохраняется. Ага. И надо быть очень осторожным, очень бережливо, очень с этим с уважением в своей памяти своих предков относиться. Возникает спор насчет этих персонажей, да, вот Легоя, да. Ну, Легой, это его, как драматург, как писатель, говорю, у него своя правда. Он человек не отрицательный. Почему-то все хотят видеть его отрицательным. Он человек своей правды. Вот, и очень правильно понял, и такими поставил Легоя Никита Ржаков. Да, конечно. Ага. Это вот как бы... Правда Тыгына и правда Легоя. Это они шли параллельно. Параллельно так, шли, да? и, конечно, вот в этом ключе вот все-таки очень даже... Очень важно это показать. Очень да, важно это да. показать. И это Никита смог. Это смог сделать. Это очень хорошо. Это при том, это сложная тема, что не говори. Вот когда мы ставили вот Илью Егоровича Винокурова, да, в Сахатеатре, там тоже такая дилемма стояла. Спорили, как показать Семена Захаровича Борисова. Тогдашнего первого секретаря обкома. Тогдашнего первого секретаря, но это очень как бы тема близкая, тем ближе время, да, тем больнее восприятие людей. И, естественно, мы нашли очень даже неплохой выход. Все-таки вот, хотя очень много спорили с Андреем Савичем, мы его карикатурным отрицательным не сделали. У него своя правда. И при том интеллектуальное отношение играл очень интеллектуально подкованный, интеллигентный, умный, начитанный артист Аял Амосов. Никак он не выглядит противно, но у него своя правда. Да, да. Ну, то есть вы показываете образы и в театре, и в кино, и, в принципе, зритель сам должен да, решить. Естественно, Да, сам должен решить, кто прав, кто не прав. Это вот, конечно, искусство, литература тоже так же, ведь они выводят этих героев, показывают с точки зрения автора, но с другой стороны все равно потом читатель, если это литература, решает, и зритель, если это кино, театр, да. Вот, Василий Егорович, у меня еще такой вопрос. Вот с вами можно обо всем говорить, начиная от истории, вы очень много знаете в наших улусах, его людях, наших вот, героях, об интеллигенции. Но вот вы себя кем ощущаете? Вы писатель, драматург, прозаик, политик, общественный деятель, исследователь? Или это все вместе? Знаете, вот все-таки Горький сказал, писатель больше, чем писатель. И в этом отношении все-таки вот
Я держусь такого мнения. Я вот, когда сначала еще не понимал, что я должен делать, да. Потом, когда вот третий спектакль показали, вдруг я понял, все-таки это мой крест. Это вот мне сверху дали команду, чтобы я написал о нашей якутской интеллигенции правду. Василий Егорович, Ольга Петровна Иванова начинала в 80-х годах движение в защиту реки Амги и выступила даже тогда, это было, конечно, вообще сенсация, да, выступила в утренней программе Центральное телевидение и поставила вопрос о том, что вот надо защитить реку Амгу в связи с планируемыми строительством 3 больших леспромхозов. Да, больших леспромхозов. Вот. И с тех пор вот в Амге очень сильное экологическое движение, потому что Ольга Петровна организовала детское там и так далее, и они много сделали именно для экологического воспитания школьников, молодежи. Поэтому Ольга Петровна, она как бы оставила такое, можно сказать, завещание: защищайте свою природу, экологию, и вот особенностью Амгу как такой жемчужины вообще природы Якутии. В этом году тоже усилились дискуссии вокруг строительства или выделения угодий для вырубки лесов в верховьях Амги. Вот, Василий Егорович, ваш взгляд, ваше мнение. Вот что характерно для коренных жителей и нашей Родины, да, эвены, юкагиры, чукчи, эвенки, народ Саха, всегда очень бережно относились к своей родной природе. Никогда не уничтожали леса напропалую, никогда не истребляли живность, брали только то, что вот им надо для содержания своего хозяйства, своей жизни. И очень свято берегли свою природу. Что обидно, конечно, вот в связи с промышленным освоением нашей Якутии, да, все эти устои, которые вот были любовно, бережно сохранены нашими предками, да, в буквальном смысле, вот, особенно вот, когда началось промышленное освоение нашей Якутии, вот, полностью вот, сведены на нет, что обидно. То есть промышленники не учитывают? Промышленники не учитывают ранимость нашей природы, что после них останется. Вот. Конечно, вот, это очень обидно, с одной стороны, но тем не менее вот, при современных технологиях, да, все-таки это как-то надо было вот, учесть ранимость природы, новые технологии ввести вот, на добычу полезных ископаемых. Ну, она внедряется, но очень медленно и очень мало. И северная природа очень долго Да, восстанавливается. и почти не восстанавливается. Вот взять хотя бы вот Усьянский район, да, там и золото добывали, и касситерит, олово добывали, да. Там в буквальном смысле вот на Куларе вот лунный ландшафт. Тундра совершенно почти не восстанавливается. Она настолько ранима, да, как только вот прошел транспортер, да, танкетка прошла, и там образуют через 2 года озеро. Это очень страшно. Вот. Насчет вот Ольги Петровны, да, так получилось. Я вот нашел сверхсекретные документы о
организации 3 леспромхозов глав спецлес МВД СССР. Это вот на верховьях Амги и реки Алдана, да, там 3 больших леспромхоза, вот по 15 тысяч заключенных там должны были работать. Это совершенно секретные документы, я все-таки вот окольными путями достал. И вот Ольга Петровна встречаюсь, она говорит, что у тебя? Я вот и достал такие документы, не знаю, куда ведь опубликовать или кому донести. Она взяла и уехала в Москву. Следующее утро я включаю телевизор. Там Ольга Петровна сидит и рассказывает о том, какая вот страшная напасть ждет нашу природу. И это вот сверхсекретные, совершенно секретные документы на весь мир разошлись, и после этого начали уже там движение такое вот. Там, конечно, глыбы были очень большие. Вот сам начальник глав спецлеса МВД генерал-полковник Дрожалов чего стоил. Но тем не менее, вот мы отстояли, очень много экспертиз провели, очень много книг было издано. Все-таки вот очень большая благодарность памяти Дмитрия Дмитриевича Савинова, академика, очень много сделал все-таки вот по сохранению нашей природы, природы Амги, Алдана. Но что обидно, нынче вот наши доморощенные чиновники, да, ну и, конечно, не без указаний сверху, дали лицензию на 46-36 лет по вырубке лесов Амги, Алдана. Вот, самое что обидное там как раз вот Вудлен называется, вот, в переводе лесная страна, вот как бы, ну не смешно, но тем не менее, как издевательство. Вот. Есть такой вот один предприниматель из Иркутска, Маслобойников. Он до этого вот вырубил леса Хакасии, Красноярска. Там очень много что натворил. Он, в буквальном смысле у него где-то задолженность бюджету Красноярского края на 50 миллионов рублей. И очень удачно, в буквальном смысле, вышел из соучредителей этого своей компании и здесь организовал такой компании, хочет нашего дали разрешение. И вот как издевательство на встрече вот общественном собрании чиновник этого лесного департамента говорит, что вот очень много пожаров, а когда лес вырубят, тогда пожаров не будет. Вот так такой ответ и сделал депутаты Солнышкина и Агеев, вот, руководитель департамента, что очень много бюджетных денег израсходовано только на тушение пожаров. Вот когда леса вырубят, тогда этих расходов не будет. И что еще ответил, вот, то, что вот Маслобойников на том где-то вот других регионах сделал свое дело, это, говорит, нас не касается. Вот и что вот, не знаю, у нас, видимо, там другое законодательство, у нас другое законодательство. Но сейчас учтут ли мнение общественности? Вот это... Ну, где-то вот по всей Якутии, где-то вот 14 тысяч человек подписали по охране наших лесов. Подписи отправили Путину. Путин дал команду, что вот лес круголяком возить не будут, но не знаю, вряд ли это вот услышат наши вот как бы обращение граждан. Предприниматели, но не знаю. Вот. Ну, очень хотелось бы, чтобы все-таки вот и природоохранная прокуратура, и наше вот руководство республики все-таки виняли это дело. Все-таки это после нас что останется? Вот в 80-х годах у нас
в Амге, вот, в Аннёсе, там леспромхоз был. И вот показывали, вернее, сняли вот эти вот, нынче летом, ребята туда ездили, вот из Министерства биологии. И что там творится? Там страшные такие провалы. Но в том месте, где это вырублен этот лес. До сих пор это стоит, да? Так? Не, еще дальше двигается. Ага. Это что-то страшное. Вот. Это Если там- экспедиция Института биологии. И это экспедиция Института биологии. И вот сколько там били по всем этим каналам, но как гору об стенку. Вот я очень надеюсь, все-таки вот, если наши боятся Москвы, то Москва как-нибудь да, что-нибудь да, предпримет. Все-таки вот самая более сохраненная природа по всему миру, это у нас только в Якутии. А вот Америка уже лет 50 уже лес свой не рубит. А Китай уже почти 30 лет не рубит. Но Китай считается самым главным поставщиком лесной продукции по всему миру. А покупает у нас и в России. То есть у нас они покупают древесину, обрабатывают и продают. Да, и продает. И, естественно, на этом деле нагревают очень многие вот наши России. Конечно, они вот не хотят лишиться своего, как бы сказать, источника доходов. Давно уже волнует тема этого веры. У нас есть один очень интересный земляк России Петр Фрументьевич Андросов. Он 3 раза пешком паломником посетил гроб Господень, начиная с 1867 года. И вот он под конец, когда вот последний раз собрался паломничество, сказал: все, я уже не возвращаюсь, останусь там. И он там и умер. И его мощи, как святого, это хранятся в Афоне. Хорошо, Василий Григорьевич. Вот и почему об этом я говорю, да, все-таки вот насчет этого вот веры я хотел. Он, оказывается, начал как мы начали от шаманов, да, наш разговор. Он начал как Кутруксут шаман молодости. Но закончил... И закончил с химонахом. Да, это С химонахом интересно, Павлом. конечно. Вот такая вот, как бы сказать, история очень интересная, да. И почему вот мне близок эта тема, эта да? тема, да. Я вот все-таки по воспитанию коммунистический атеист, может быть, да. Но вот когда вот я начал работать в архивах, каждый раз у меня вот возникали очень такие вот сложные ситуации, тупиковые. Когда был в Китае, когда был в Японии, в Америке, когда был, в Финляндии, когда был. И вот в самых таких тупиковых ситуациях, знаете, что я делал? Я шел в православную церковь. И находили поддержку, Ну, силы какие-то да, вот, появлялись. и просто даже вот слово такое доброе, да. Ну давай, молодец, дальше работай. Это вот меня очень даже окрыляло. Я очень долго думал, и, конечно, вот когда работал в этом Джуне, да, в архивах Михаила Зиновича Винокура, таежник, да, там как раз вот совершенно случайно я нашел в архивах этого письма этого святого Германа Аляскинского. И, конечно, там очень много было сказано насчет, как продавали
Аляску, Аляску, да, это ага. очень интересно. Я примерно Ага. знаю, да, вы рассказывали. Но вот, И пожалуйста, подробности. самое главное, вот когда продавали Аляску, да, уповая на память святого Германа Ляскинского, да, остров Иловый не продали, оставили за православной церковью. И так и было написано, вот остров Иловый, да, по-английски Spruce Island, считается вот православной святыней, да, ни аренде, ни продаже не принадлежит. И буквально, когда вот я нашел, был очень даже ошарашен. Это вот наш земляк Михаил Зиновьевич. Это письмо Хранил. спрятал даже. совершенно в других этих папках. Среди разными, да, Да. другими документами. Под другими документами. И наверняка надеялся, что кто-то найдет. И меня вот удивило, да, до меня в этом архиве в Дужоне работал один панамец. Больше никого не было. Это вот где-то он в 80-х годах работал, а я вот работал в 2001 году. То есть остров Иловый, он как бы не под юрисдикцией Соединенных Штатов, не под Россией, а он как бы такой отдельно принадлежит православной церкви. Ага. И там, конечно, вот летом бывает паломники, но американцы народ очень законопослушный. Они до сих пор этот остров не заселяют. И что удивительно, там как раз 1,5 километра остров Кадьяк, через пролив, узенький там называется. И там находится ракетная часть. Вот когда в 2014 году вот, Крым перешел под юрисдикцией России, да, Америка подняла такой хай. И тогда вот Арсений Сергеевич, будучи мэром нашего города, по Первому каналу телевидения выступил. У нас и в Америке есть еще свой остров, да. И американцы сразу язык прикусили. Ну, конечно, да, это, наверное, конечно, тоже такой факт очень интересный сам по себе, да? Сам по себе, конечно, факт очень интересный. Но после этого мне запретили в Америке ездить. Ну вот на этой ноте, такой геополитической, мы, наверное, завершим наш разговор. Василий Григорьевич, большое вам спасибо. Я бы желал вам дальнейших творческих успехов. У вас очень много дел, планов. Пусть они совершатся. Спасибо.